В этот святой для всей нашей страны день, 9 мая, первые наши поздравления, конечно, тем, кто приближал великую победу, ветеранам и труженикам тыла. Их, увы, все меньше. Время в этом смысле жестоко и неумолимо. Тех, кто непосредственно воевал, совсем мало, но еще живы те, кто был живым свидетелем и так или иначе касался той войны. Виктор Николаевич Карасев в военные годы был еще мальчишкой. Воспитывался в детском доме, учился в ремесленном училище в Магнитогорске. Именно оттуда и начался путь длиною в жизнь. Он начал играть в духовом оркестре. После войны Виктор Карасев стал студентом Магнитогорского музыкального училища, а потом Московского института военных дирижеров. Ему довелось служить 7 лет в ГДР и 2 года на Кубе, а после в войсковой части в Казани. С 1983 года работает в Казанском речном техникуме, где организовал свой духовой оркестр, который действует до сих пор. Сейчас ему 95, а может быть даже и больше. Точную дату своего рождения он доподлинно не знает. «Война приходящая, а музыка вечна», так говорил маэстро из легендарного фильма «В бой идут одни старики». С маэстро Виктором Карасевым познакомилась Диляра Юсупова. Я жене ее любимые произведения. Я сейчас волнуюсь. Она пела. Она замечательно пела. Я лейтенант был, а уважение ко мне было как к полковнику. Из-за нее только. У меня коллектив здоровый, хор, все, она трое. Баянды она. И так уважали, да? Уважали, да. Для нее стихи, музыка и ромашки для него последние 20 лет без нее. Он и не думал, что жить придется так долго, а смерть будет ходить так близко. Он пережил свою жену, сына и даже внука. А ведь сам он хотел умереть еще в 30-е. Ему 8, мама приводит его за руку на вокзал и оставляет буквально на минуту. Больше он ее никогда не видел. Это было в августе, в 1935 году. Магнитогорск только строилась. Вот. Вышли с вокзала, она говорит у меня: постой здесь, я приду. Ну, я постою. Она что-то мне так обидно сказала, я глаза закрыл. Открыл глаза, ее нет. А тут ямы, стройка, заборы. Куда? Ну что? Еле-еле вокзал нашел, расплакался, сижу. Вдруг шум, ага, тут развели этих всех, дежурный по вокзалу. Ты что здесь, мальчик? И ну, я расплакался. Ну. Вот раз меня в милицию привели, начали искать. Все приемники заняты, некуда. И участковый милиции взял меня временно, приютил. И у него прожил. Несколько месяцев прожил, видимо, освободилось место, и меня в этот приемник, в детский приемник. Потом был детский дом и ремесленное училище. Войну он встретил там, но главная его встреча – это встреча с музыкой. Считается, что все началось с оркестра в училище, но все началось со случайно услышанной мелодии. Это было в 40-м году, примерно, да. Это было летом, в лагерях, вот, а я ходил там по речке, что-то бродил, и услышал. Они играли произведения. И когда я услышал, все, замер. Я ничего тогда не понимал, ничего. А это моя судьба. Я полюбил музыку. А что это вы там напевали? Трям-там-тарадам, ти-дари-дари-дарам. Смуглянку, товарищ командир. А ну, напойте слова, знаете? Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград.
Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекой. Смуглянки пока нет в их репертуаре. Коллектив молодой, хоть и способный. Этот зал – его пристанище последние 40 лет. Играем что-то самое простое. И эти юные лица, конечно, не бойцы с фронта. Но музыка, такая штука, можно перенестись на много лет назад и услышать эхо войны. День Победы вот в 45-м. Вы помните этот день? Конечно. Было очень тепло было. Был жаркий, прекрасный день. Уже все об этом сказали. Добавить войне, что на слезах все такое. Вот было. Ждали мы, ждали. Самое памятное потом выступление на Кубе. На большом дипломатическом мероприятии исполняли произведения русских и европейских композиторов. Принимали тепло, но когда исполнили композицию «Подвиг героя», которую написал студент Маршалов, тысячный зал аплодировал стоя. Теперь он бережно хранит морские сувениры с Кубы, а жизнь его так и связала с флотом, хоть он и не имел к нему отношения. Живет в небольшой старенькой квартире недалеко от речного порта, а в серванте то и дело ракушки да корабли. Я же хотел моряком быть. Носил тельняшку, вот все, брюки, ремень, все это у меня было. Но я дважды ездил в Ленинград, где дальтоник. В речной техникум он пришел по приглашению, когда, казалось бы, все, вышло его время. Но нет. В 90-е оркестр буквально ограждал ребят от пагубного влияния улицы. Сейчас все, конечно, проще, но и сегодня нет-нет, да и найдется мальчишка, что скажет «Спасибо вам, Виктор Николаевич». Если честно, удивительный человек. Не каждый может в таком возрасте себе позволить проводить репетиции, которые длятся там иногда очень долго. Тем более он еще ходит у нас на лыжах. Я всегда беру, кто желает. Хоть не имеющий музыкальное образование, никакого понятия. Я говорю, желаешь? Хочу ночь. Хорошо. Фото его первого оркестра здесь. Старенькое пианино и кипа воспоминаний, пожелтевшие карточки и газетные вырезки, что остались от того прошлого и той войны. Но есть еще кое-что, что не тлеет, не разрушается, не гниет. Война – это все приходящее, а музыка вечна. Вы верите в Бога? Нет. Но у меня друг есть, мы с ним солидарны. Я верю... Как он, не будем говорить, что ли, как назвать. Есть, потому что не может в жизни просто так происходить. Вот есть непонятные вещи, которые никто не может объяснить. Это что-то необъяснимое. Помню такой случай в Магнитогорских. Холодно, трамвай забитый, не влезешь его. Я зацепился за поручни, одной ногой стоял на этом. А остановка длинная. Чувствую, все, еще немножко, я упаду. Но до конца не упал. А если бы упал, под трамвай попал бы. Кто дал вам силы в этот момент? Наверное, Творец. Он, кажется, и не знает, что что-то необъяснимое – это вся его жизнь. Военный дирижер, который на войне вроде бы и не был, оказался накрепко с нею связан. Отвергнутый матерью в тяжелые для страны времена, он не упал с этого трамвая жизни, а пошел дальше, туда, где война сначала разлучила, а потом связала с любовью всей его жизни. Менялись декорации, менялись люди, приходили другие, но это место в его сердце, кажется, уже никто не займет. Кончится война. Вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. И как врежем Смуглянку. От начала и до конца. Трава пахнет горечью, молодые ветра зелени
просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, Диляра Исуфова, Андрей Ключников, 7 дней. то ли эхо прошедшей войны.